Врачам в последние дни прилетает. Члены секты граждане СССР обвиняют их в масонском заговоре. Другие страждущие озлобились на баснословные по меркам нищего региона выплаты, которые еще не были произведены, но обещаны президентом Путиным. Есть претензии у обычных граждан по части оказания квалифицированных медицинских услуг. А тем временем врачи отрабатывают по полной, особенно в отделениях, связанных с лечением злосчастного вируса, рискуя как минимум своим здоровьем. Мы видим, как в других странах благодарное население устраивает акции поддержки медиков, сетевые флешмобы, где-то гудят клаксонами в определенный момент суток или как-то иначе выражают свою солидарность. И дело тут совсем не в том, что там люди нормальные, а здесь сплошь шиза, хотя и это имеет место. Дело в том, что отношение к врачам, как и любой другой социальной группе, формируется годами, в обычное гражданское время. И сейчас мы видим лишь его печальное следствие. Алчность, равнодушие, непрофессионализм являются нормой в российской системе здравоохранения. Если не по личному опыту, то по многочисленным свидетельствам близких или фактов в прессе. Мы знаем о вопиющих случаях неэтичного поведения врачей, когда умирающему человеку не оказывается помощь по разным причинам. Все мы знаем, что спецификой наших учреждений здравоохранения является повышенное внимание персонала к потенциально платежеспособным больным, которая компенсируется недостатком внимания к менее платежеспособным. На этом фоне работа профессионалов, которых, конечно же, больше, и которые достойно и бескорыстно выполняют свою работу, может потеряться, ведь негатив и обиды всегда сильнее врезаются в память. То есть поводов у населения враждебно относиться к врачебному корпусу хватает. Врачей тоже можно понять. Учиться 7 лет, чтобы потом получать зарплату меньше участкового, свадебного фотографа или маникюрщицы, выносить ночные горшки, обрабатывать пролежни, выслушивать жалобы больных за нищенские 15 тысяч, которые получают младший медперсонал, и при этом сохранить чуткость и внимание достаточно сложно. Приобретение врачами некоторых черт официантов, которые всегда на глаз могут определить клиента, который оставит хорошие чаевые, это неизбежное и печальное следствие российской системы здравоохранения. Формально бесплатная, по факту испорченная недостатком финансирования, нищенскими зарплатами и вынужденным мздоимством медработников, другое она быть не может без реформы системы медицинского страхования. В общем, все плохо, что делать не знаю, Рашт Маут.